21 век, век технологий, как будто сыграл злую шутку с молодежью. Практически у каждого первоклашки в кармане смартфон. Экран захватил внимание. Но если не дозировать время, проведенное с гаджетом, можно получить немало побочек. В мире уже появилось такое понятие, как цифровой аутизм. Такой ребенок замыкается в себе, часто в плохом настроении и раздражителен. Гаджеты, они отдаляют детей от их родителей. И в конце концов это может привести к тому, что их друзья и те люди, которые их понимают, персонажи, будут там, в телефоне. К сожалению, бесконтрольное пользование соцсетями стало опасно для жизни. Несколько громких дел всколыхнули Кавказ. Подростки вступают в сомнительные группы в Телеграме, где их склоняют к суициду. Вот последний рисунок 13-летней Марины. Но мама найдет его уже после того, как девочка выбросится из окна 9-го этажа. Родители после таких историй начинают задумываться о том, как ограничить детей от гаджетов и чем их занять. В многодетной семье Тангиевых смартфон есть только у старшего сына. Всем, кому меньше 17, телефоны запрещены. То же самое касается и остальных гаджетов. Кстати, телевизора дома у них тоже нет. Но от этого дети никак не страдают. Они иногда смотрят мультики на родительском ноутбуке, катаются на велосипедах, роликах, общаются со сверстниками и расширяют свой малый бизнес. 3 года назад мы снимали сюжет об удивительном парне Умаре Тангиеве, который в 14 лет купил первую козу и стал продавать полезное молоко. У меня до этого было много идей, бизнес-идей. Реализация требовала каких-то вложений или, не знаю, трудозатрат. Поэтому самое простое, что я нашел, и самое рентабельное, это было козоводство. Тем более, я живу в селе. Я хотел и заработать, и приобрести какой-то опыт. Скорее, даже опыт нет, было интересно. Отец рассказывает, что поначалу к стартапу сына относился скептически. Сегодня в их хозяйстве 45 коз, а парень уже учится в Германии. Кстати, за свой счет. Его дело продолжили младшие братья. Я думал, перегорит немного и оставит. У него была такая фраза, он говорил, что я завел коз, чтобы когда я учился в Германии, у вас было что мне присылать. И я тогда, мне так это смешно было. Сейчас, в принципе, вся его учеба держится на этих козах. То есть все, что мы здесь получаем на козах, мы ему туда отправляем, и этого достаточно. И учеба, алхамдулилля, у него вроде хорошо идет. Вот в этом году он заканчивает колледж, и в сентябре он должен поступать уже в университет. Со временем дело Умара переросло в семейное предприятие. Ежедневно между уроками у мальчишек много дел. Каждому животному нужен свой подход. Нужно тянуть вымя и массажировать, чтобы у них все молоко вытекало. То если иногда не массажируешь, оно остается и вымя твердое становится. И у них молоко просто наливается. Многоделый у 6-летнего Юсуфа. Он главный по шалостям. И пока его сверстники залипают в смартфонах, он кормит козлят сливами и гоняет кур. Кстати, о курах. Это второй стартап юных предпринимателей. Мухаммад решил, что пора расширяться. В свой бизнес вложил честно заработанные. Сегодня он вместе с мамой успешно продает молоко и домашние яйца. 2 часа пас коз и получал 200 рублей. Еще я доил коз, 4 козы, и за одну козу получал 50 рублей. Зачем? Я накопил 15 тысяч и с папой поехал в Прохладный. И мы купили 32 курицы и 1 петушок. Курочки начали нести через 3 месяца. Первый раз они маленькое яйцо снесли, я обрадовался. Родители в этой семье стараются придерживаться золотой середины. Они против тотального контроля, но и на самотек воспитания детей не оставляют. Аллах Всевышний в Коране говорит, что Он нас создал ума и придерживаешься середины. И я, с одной стороны, я с осуждением отношусь к тем родителям, которые слишком сильно контролируют своих детей. То есть постоянно они над детьми стоят, они им ничего не разрешают, ничего не позволяют и так далее. Это убивает в ребенке личность. Ребенку надо дать понять, что он сам может принимать решения. Ребенку нужно дать понять, что он уже не маленький. То есть когда он достигает юношеского возраста, 13, 14-15 лет, ему нужно дать понять, что он уже не маленький. К примеру, когда сын начинал, я
Он говорит, я хочу, я всегда давал им выбор. То есть хочет, ну пусть начнет, посмотрит. В такой атмосфере дети учатся ответственности, финансовой грамотности, физической и эмоциональной выносливости. Они не потеряли интерес к реальности, хорошо учатся и открыты для всего нового. Жизнь с минимизацией гаджетов, оказывается, может быть насыщенной и интересной. Предложите это своим детям, вдруг им тоже понравится. Зарема Ивлеева, Магомед Дарсигов, Магаз 24.